Дорогие белорусы, вспомните себя в это же время год назад. Вы устали от того, что государство постоянно врет и унижает людей. Вы на кухне обсуждаете, что так жить нельзя, но не верите, что можете что-либо изменить. И вы еще не подозреваете, что произойдет через пару месяцев, что уже летом начнется новая для нас жизнь. Вспомните, в мае Сергей Тихановский, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико объявили о своем намерении участвовать в избирательной кампании. Май стал месяцем, когда мы поверили, что можно жить по-другому. Когда мы увидели друг друга и поняли, как нас много. Длинные очереди на пикетах, постоянно растущие счетчики собранных подписей и все более частая мысль: а что если? Режим к тому моменту так оторвался от народа, что не успел заметить: точка невозврата уже пройдена. И все, что с нами случилось после, следствие выбора, сделанного тогда. Да, мы иногда виним себя за то, что недостаточно стараемся. Но в такие моменты, я думаю, еще год назад мы даже не собирались побеждать. И мы слишком мало говорим друг другу, что за эти месяцы мы, как нация, сделали больше, чем за последние 26 лет. И мы не должны винить себя за неудачи. Мы должны взять на себя ответственность за победу. Вспомните, летом 2020-го мы вышли на улицы, чтобы защитить свои голоса после сфальсифицированных выборов. Мы вышли, потому что увидели, что ради власти этот режим готов калечить и убивать. Летом 2020-го мы вышли, чтобы быть услышанными, и нас услышал весь мир. Но главное, мы услышали друг друга. И вторая волна протеста нам нужна с одной целью – победить. Жестокие, запугивающие репрессии сотрясают нашу страну с лета, чтобы никто из нас больше не смел отстаивать себя. Для режима это лишь методы, которые должны заставить нас молчать. Но для нас это судьбы наших близких, друзей, соседей и коллег. Пропаганда говорит нам: сидите тихо и не высовывайтесь, если не хотите такой же судьбы. Она пытается убедить в том, что это мы виноваты в насилии, которым уничтожают наш народ. Но вся вина в терроре над белорусской нацией на совести конкретных людей. И это не мы с вами. Мы хотим свободы и мира, и мы имеем на них право. Уже больше 700 тысяч белорусов проголосовали за мирное решение этого кризиса. И это только начало. Отдав голос, мы должны продолжать бороться, потому что никто не сделает этого за нас. Ведь если мы остановимся, они запомнят, что с нами можно говорить только издевательствами, дубинами и лагерями. Уже 7 месяцев мы не даем им выдохнуть с облегчением. Но еще не все из нас готовы поверить в победу. Победу, которая сделает нас совсем другой, свободной и взрослой нацией. И поэтому я в нас верю. В нас верит Сергей Тихановский. В нас верит сын Виктора Бабарико. В нас верит папа Маши Колесниковой. В нас верит дочь Игоря Лосика. В нас верят все, кому пришлось покинуть родную страну. В нас верит весь мир. И этой веры хватит, чтобы каждый белорус поверил в себя сам, взял будущее страны в свои руки и вышел этой весной.